Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, я рада их представить. Ведущий научный сотрудник Национального парка, отдела науки и сохранения биоразнообразия Национального парка Ленские столбы Николай Мамаев. Николай Викторович, здравствуйте. Добрый день. Старший научный сотрудник Петр Ермолаев. Петр Григорьевич, добрый день. Здравствуйте. Благодарю вас, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. За организацию нашего эфира я с удовольствием благодарю пресс-секретаря Виолетту Засимову. И мы начинаем. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о том, как прошли мониторинговые исследования белого медведя на территории зоопарка, заповедника Медвежьи острова. Начните, пожалуйста, с того, что это за заповедник, кому и для кого он нужен, кроме белых медведей. Ну да, заповедник Медвежьи острова – это один из самых молодых заповедников России. Он был создан в 2020 году постановлением правительства Российской Федерации на базе функционирующих особо охраняемых природных территорий регионального значения. Ну, если вкратце говорить о хронологии создания этой особо охраняемой природной территории Медвежьи острова, то началом является указ президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Это в 1994 году о мерах по развитию особо охраняемых природных территорий. Данным указом было принято решение придать статус особо охраняемой природной территории архипелагу Медвежьи острова в Нижнеколымском улусе. И в 2002 году постановлением правительства Республики Саха-Якутия создан ресурсный резерват Медвежьи острова. Спустя 12 лет, в 2014 году, правительством республики принято решение увеличить статус особо охраняемой природной территории с ресурсного резервата до государственного заказника. Вот. А как это понять, увеличить территорию? При этом увеличивается, усиливается режим. Каждая ООПТ имеет свой режим, свое положение. В этом положении конкретно прописывается, что можно делать на данной территории, что нельзя конкретно. А можно прямо рассказать, что можно, что нельзя? Заповедники же могут посещать и обычные люди, да, туристы. Могут же туда приходить? Заповедник сам по себе это самый высокий статус получается среди особо охраняемых природных территорий. То есть это у нас с наименьшего, если начать, то это ресурсные резерваты, потом заказники, потом природные парки, потом уже идут федерального значения, это уже более высокий статус, это национальный парк, ну и заповедник. Вот. Ну, я продолжу, то что Хорошо. Ну и вот через 8 лет уже в 2020 году, значит, наконец принят статус заповедника, как я сказал, уже национального. Это было согласно концепции развития уже федеральных особо охраняемых природных территорий. Вот. Ну, все эти организации, реорганизации, преобразования и так далее, увеличение статуса говорит уже об уникальности данной территории. Вот. Целью создания, значит, федерального заповедника в этом районе является сохранение природных комплексов, значит, уникальных и эталонных природных участков, объектов, историко-культурных объектов, значит, осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия, ну и поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов. Также восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов, организация проведения научных исследований, осуществление научно-исследовательской деятельности в области охраны окружающей среды. Вот.
Также осуществляется, как я сказал, усиливается государственный экологический надзор, мониторинг окружающей среды, экологическое просвещение населения, развитие познавательного туризма, создание условий для регулируемого туризма и отдыха, а также содействие подготовке научных кадров, специалистов в области охраны окружающей среды. Что касается видов на данной территории, то здесь произрастают, значит, растения, различные такие растения высшие сосудистые, например, 166, насекомых 172, если по количеству пойти, рыб 66, в том числе Красная книга России 1, Красная книга России, Красная книга Якутии, птиц всего 87, млекопитающих 21. Ну и, конечно же, одним из основных объектов мониторинга и охраны является белый медведь. Чудесное место, как вы описываете. Наши зрители могут видеть фотографии о том, как проходит ваша работа, и фотографии белых медведей. На них смотришь и, конечно же, умиляешься, и как-то вот эти маленькие медвежата, мне кажется, такими милыми. А на самом деле, чего люди, мы вот, которые просто можем вот так посмотреть издалека на этих животных, чего человек не знает об этом виде, о белом медведе? Может быть, ваш коллега добавит? Про статус. Ну, если говорить о статусе, да, вот белый медведь, да, в целом вот в Красную книгу России 443 животных внесено. Все они защищены природоохранным законодательством, но в отношении 13 видов из них, из 443, 13 необходимо принять неотложные меры. То есть, так как представителей этого вида осталось крайне мало. В эти 13 и входит как раз-таки и белый медведь. Наряду со стерхом, с дальневосточным леопардом, амурским тигром. Вот. И белый медведь является, конечно же, приоритетным видом для нас. Он относится к особо охраняемым видам животного мира планеты. Внесен, значит, в федеральную и региональные красные книги, как я сказал, арктических субъектов Российской Федерации, не только Республики Саха-Якутия. Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, он утвержден приказом МПР. В 2015 году МСОП, это Международный союз охраны природы, включил белого медведя в список уязвимых по критерию АЗС. Это решение было основано на анализе, который оценивал вероятность в определенных диапазонах, среднее глобальное сокращение численности популяции на 30% в течение 3 поколений. Вот мониторинг, когда с вертолета вы летаете и над заповедником, да, и смотрите, это вот и как раз вы смотрите, что все было в порядке, вот так вот такая охраняемая, да, получается, охраняемый такой процесс. А туристы могут вообще как-то к заповеднику подходить и как-то посмотреть? Ну, сам по себе архипелаг находится далеко. Это же Нижнеколымский улус, это устье реки Колыма, так что там... Но есть богатые туристы, может быть, и кто-то... Или нет, это заповедник, это все-таки закрытый? В основном туризм здесь может быть научный, то есть научно-познавательный. И, как вы сказали, богатые... А кто-то считает, деньги решают все. В научном плане они тоже весьма такие активные, да? Хотят все знать, все в этом мире узнать, посмотреть своими глазами и так далее. Ну, для таких, да. Так и есть на что посмотреть. Вообще, когда речь заходит о белых медведях, наверное, в основном все жители, да, вспоминают нашей республики, нашего города, о том, как вот маленький медвежонок появился, а его мама, да, большая медведица, она как раз с мест вот этого заповедника. Да,
Это вы имеете в виду про Калману, наверное? Да. И потом все следили за судьбой этого медвежонка. Как раз таки это было очень давно, по-моему, в 2012 году или чуть позже, во время как раз таки вот весенних мониторинга по учету родовых берлог. И в этот период они вот как раз заметили медвежонка, одного медвежонка без матери, и они вот наблюдали за ним. Потом выяснилось, что за медвежонком ходит росомаха, и они приняли меры о том, чтобы взять медведя и вот отправить в зоопарк. Это вот была вот эта медведица? Да. Потом она это выросла? Каламана, да. И потом, получается, у нее появилось потомство этого уже, ее медвежонка отвезли в питерский зоопарк, да? Да. Да. Что-то еще вы хотите дополнить, я знаю, Николай Викторович? Ну, я могу рассказать про мониторинговые исследования, которые у нас проводятся на заповеднике. Да, расскажите еще через какой-нибудь вот обычный такой случай, ну вот что-то такое жизненно интересное, как это все проходит. Мы же вот кто за кадром, да, вашей работы, мы не знаем, как это все. Так вроде на фотографиях смотришь, это интересно, увлекательно, а что за этим стоит? Ну, конечно, это суровые условия, ветер, пурга, минусовые температуры. С улыбкой вы это говорите. Все экстремально. Ну и на белого медведя посмотреть это очень интересно. Ну это, наверное, как-то компенсирует. Все, наверное, большинство, практически все жителей республики, они в живой природе, наверное, никогда не видели. Конечно. Мне кажется, вообще, когда ты можешь вот так соприкоснуться, да, приехать в такие места, увидеть это все, как-то все внутри меняется. Мне кажется, вы вот другие энергетические, как-то в настроении вы другие, потому что вы очень близко к такой природе, первозданной природе. Тут не всегда там получается выехать куда-то, там, не знаю, на берег реки, а у вас такие уникальные возможности, такие виды шикарные перед глазами проходят. Это же наполняет по-другому. Да, вот, ну, на примере зоопарка нашего, например, люди же смотрят, это такое мощное животное, сильное животное. Не зря говорят, что оно на планете самое сильное. Да. Да, наверное, только глядя на него, да, можно как-то вот эту энергию поймать, почувствовать, какой-то силой подпитаться. Хотя, конечно, какие-то легенды говорят, да, о том, что можно там силу медведя взять, только убив его, но как-то не хочется же о таком, тем более после того, как вы рассказали, что осталось очень конечно, мало. Их, меры, конечно, принимаются по этому направлению. Вот, в марте 2022 года министр природных ресурсов, значит, утвердил стратегию сохранения белого медведя до 2030 года. В ее основе ходят мероприятия, значит, по минимизации негативного воздействия потепления климата и деятельности человека на белого медведя. Ну, к слову, предыдущая стратегия была утверждена в 2010 году, и за это время в ареале хищника были созданы заповедник Медвежьи острова, заказник Новосибирские острова, национальные. В других регионах, например, национальные парки Беренгия, Онежское Приморье, Каталык. В целом, стратегия – это такой документ, который поднимает все мероприятия по сохранению хищника на высокий государственный уровень. Будут совершенствоваться законодательство, проводиться научные исследования, высокоточный мониторинг и, конечно же, оценка численности этих животных. Для этого будут использованы современные технические средства и методики в сочетании с авиационными, спутниковыми, наземными данными. Ну и в 23-м в этом году у нас состоялся авиамониторинг. Об этом расскажет Николай. Николай Викторович, пожалуйста, подробно. Вы еще итоги можете подвести. Да, ну не то, что итоги, но я, в общем, хотел рассказать, какие научные работы ведутся у нас в заповеднике. Ну, у нас в заповеднике ведутся два вида мониторинговых работ, связанных с изучением белого медведя. Первый – это наземный мониторинг по учету родовых берлог. Это
основные задачи которого это слежение за темпами воспроизводства белых медведей и их охрана в это время года. И второе это осенневый мониторинг, который проводится с использованием вертолета, либо с использованием беспилотных летательных аппаратов. Основные задачи мониторинга это определение численности белых медведей в период осенней миграции к местам зимовок и определение половозрастной структуры и оценка за физиологическим состоянием белых медведей. И перед тем, как рассказать про наземный учет родовых берлог, хотелось бы остановиться на том, что в Якутии каких-либо отклонений в пространственном распределении белых медведей не наблюдалось. А в 2005 году уже на побережье Восточно-Сибирского моря были зарегистрированы большое количество белых медведей. И по рассказам госинспектора Слепцова Руслана Вячеславовича, он осенью этого года возле кордона Крестовая зарегистрировал около 30 белых медведей. А до этого времени столько медведей никогда не видели на побережье Восточно-Сибирского моря. А с чем это связано, что так? Это связано с тем, что идет потепление климата, и льды, они быстро тают. Из-за этого происходит изменение путей миграции белых медведей, сезонных путей. Но это плюс. Нет, это очень большой минус, потому что белый медведь, он живет на льду и охотится на льду. Я думала, плюс, что их стало больше. Нет, их больше, наверное, не стало, просто меняется климат. Из-за этого медведи стали выходить уже на берег, на побережье. Их столько же осталось, просто они показались в большем количестве. Но после этого случая уже начали вести уже наземные мониторинговые исследования. Это силами Министерства охраны природы и Дирекции биологических ресурсов. Но уже после создания в 2020 году заповедника в рамках проекта стратегии сохранения белого медведя начали с новыми силами уже изучать белого медведя. Медведица в среднем где-то рожает 1 или 2 медвежат. Очень редко бывает и 3 медвежонка. И медведица с медвежатами, они с берлог выходят в очень такой длинный период, около месяца, где-то с конца марта до конца апреля. Из-за этого учетные работы берлог, они проводятся около месяца. А например, взяли медвежонка, и определили в зоопарк только потому, что он был без мамы, без своей. А если там медвежонок и мама, они так в заповеднике остаются, их в зоопарк не отвозят, да? Да, это был тогда, когда Колыману взяли, критический случай, и просто так изъять из природы белого медведя вообще нельзя. Там нужны документы, разрешения, да. Тогда, получается, если бы так не случилось и не было бы у нас в зоопарке белого медведя, и так нельзя было его посмотреть. Дилемма просто стоит. Но мне тоже, Выживет я не люблю зоопарки, и не люблю контактные зоопарки, и не люблю цирки. Мне кажется, животным там все равно плохо, ничего не может заменить волю. Поэтому заповедник — это, конечно, супер тема, это отлично. И наверняка не только вы встречаетесь, с уникальными животными, красивыми, с интересными людьми. Можете, у нас остается чуть больше минуты до конца эфира, может быть, вы кого-то хотите вспомнить добрым словом или просто поздравить своих коллег с наступающим Новым годом. Пожалуйста, минута. Заповедник, у нас есть благотворительный фонд сохранения экосистем Сибири и Дальнего Востока, представитель Виктор Никифоров. Они в помощь заповеднику для приобретения различных техник и оборудования выделяют денежные средства. Как раз таки благодаря фонду мы с этого года начали именно спутниковое мечение дикого северного оленя, чтобы узнать пути миграции, летние места падбища и зимние места падбища, чтобы узнать и места отелов. Спасибо фонду.
Хорошо, что вспомнили, да, и такие люди, хорошо, что есть. Спасибо вам большое за интересный разговор. Оставайтесь, скоро вернемся в студию. Дорогие друзья, мы продолжаем. И в нашей студии новый гость, капитан полиции, старший оперуполномоченный первого отдела управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Саха-Якутия Ольга Васильева. Ольга Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Ваш визит очень важен для меня, для наших слушателей и зрителей, потому что говорить мы будем о том, как защитить себя от телефонных мошенников. Эти случаи участились, и мне кажется, об этом говорить нужно, наверное, гораздо чаще, раз так происходит. И наверняка самое первое, что нужно сделать, это нужно понять нам всем, да, тем, у кого есть телефоны, у кого есть мобильные приложения и счета в банках, а это сейчас есть у всех, нужно понять психологию преступников, которые пытаются наши деньги забрать, которые грабят. И главное, что у них это получается. У них это получается, и это остается безнаказанным для них. И я подумала, что, наверное, сегодня будет важно рассказать слушателям и зрителям о том, на какие моменты вот с какой-то психологической точки зрения нужно сразу обратить внимание, если все-таки ты взял телефонную трубку и ты уже начал этот разговор, и ты понимаешь, что тебе из этого разговора как-то сложно выйти. Конечно, самый, наверное, идеальный случай – это не брать незнакомые телефоны, но незнакомые номера, но не все люди могут себе это позволить, потому что иногда ты ожидаешь звонка, и тебе могут позвонить для твоей пользы, а ты можешь пропустить какой-то важный звонок. Поэтому, наверное, надо все-таки нам как-то знать, как себя защитить. И, конечно же, мы будем сегодня говорить о статистике, да, таких преступлений по республике и о тех схемах, которые рабочие на сегодняшний день. В настоящее время у нас на территории Якутии совершено 2242 мошенничества. Общий ущерб составил свыше 1 миллиарда рублей. Это ужасно. В связи с тем, что у нас по IP-телефонии и по подменным звонкам поступают токсичные звонки нашим гражданам, в основном с мегафона, МТС и Билайн, и по IP-телефонии через WhatsApp и особенно через Telegram. Звонят мошенники, совершают холодные звонки, и, значит, у нас распространенная такая схема, которая 100% срабатывает, это звонок от руководителя с последующим переключением на сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга, и далее уже человеку псевдосотрудник ФСБ предлагает спасти денежные средства, перевести на безопасный счет в Центральном банке, либо на резервный счет. Данная схема срабатывает, она реально 100%, так как у нас граждане из-за чувства преданности к своему руководителю, либо не потерять свое место работы, так как у нас у всех есть иждивенцы, ипотеки, кредиты, и, соответственно, в пятницу вечером, особенно в нерабочее время, совершаются вот эти холодные звонки через телеграм-канал, где аватарка руководителя, номер скрыт. И московские звонари обычно совершают вот эти холодные звонки, и ответственный работник обязательно перезвонит, напишет руководителю и спросит, с какой просьбой обращался руководитель, и тогда уже мошенники применяют эту схему и говорят о том, что вот у нас в коллективе произошла утечка персональных данных, паспортных данных, либо мошенники пытаются взломать банковские счета, плюс у нас там двойная бухгалтерия идет. И из-за того, что руководитель обращается лично к своему работнику, он говорит, что надо это все сделать шито-крыто, чтобы никто не знал, чтобы никто не понес ни административной, ни уголовной, ни дисциплинарной ответственности. То есть возлагает на своего работника так называемую миссию спасителя коллектива и соединяет сотрудникам ФСБ, называет фамилию, имя, отчество, и также через телеграм-канал либо по видеозвонку, либо по аудиозвонку поступает звонок к нашим потенциальным потерпевшим. И сотрудник ФСБ, он начинает обрабатывать наших потерпевших. И самое главное, значит, что происходит? Сотрудник ФСБ берет расписку у наших потерпевших о том, что они предупреждены за неразглашение, значит, тайн предварительного следствия и гостайны.
Это вот та самая уловка, психологическое давление на человека, когда уже человеку нельзя перезвонить друзьям, знакомым, тому же самому руководителю, заместителю, либо главному бухгалтеру и уточнить суть проблемы, что происходит. И так по 6-9 часов держат наших потерпевших и в итоге заставляют отправить денежные средства. Вот, значит, у нас как происходит? Мошенники, они психологически давят на нашего потерпевшего, звонок от руководителя поступает, да, соответственно, руководитель подогрел нашего потерпевшего, ответственность на него возложил, чтобы никто не потерял свое место работы, и уже тогда переключает на сотрудника ФСБ, лжесотрудника, который уже в юридическом плане подкованные берут расписку, и человеку завязывают руки, и тем самым человек уже не может выйти из вот этого психологического давления. Ну и, соответственно, они технически все подкованные, эти мошенники, так как колл-центры существуют, вот эти токсичные звонки по IP-телефонии происходят, и тогда уже у наших потерпевших уже нет никакого, как говорится, меры защиты, у них эмоциональный ступор происходит, и человек уже отключается, у него критическое мышление, он уже не может противостоять мошенникам, так как вы все прекрасно понимаете, какие-то сотрудники ФСБ, они у нас занимаются государственными делами, с гостайной работают, и вот как услышат наши граждане, что позвонил сотрудник ФСБ, сразу уже у них нет никаких схем, как противостоять, нет алгоритма действий, что им делать, да, куда звонить, что уточнять, спрашивать. Все, тебя взяли вот этот эмоциональный капкан, и дальше сотрудник ФСБ говорит, что мошенники пытаются взломать ваш банковский счет, похитить денежные средства, отдать иностранному агенту, который находится в федеральном розыске на территории России, а этот уже иностранный агент отправит ваши денежные средства в Украину для незаконного финансирования ВСУ. И угрожает уже тем, что, значит, вы работу потеряете, если не будете сотрудничать, если будете разглашать уголовную ответственность за разглашение, плюс уголовную ответственность за госизмену, то, что вы незаконно финансируете ВСУ, так как правоохранители информационный след отследят от вашего банковского счета до Украины. И уже человек, конечно же, чисто эмоционально, вот психологически, он, конечно же, обращается за помощью к тому человеку, который ее предлагает, квалифицированной вот этой помощи. И, конечно же, неукоснительно исполняет все требования сотрудников ФСБ. Это такой долгий процесс, который вы рассказали. Это же занимает определенное время. Да. Тогда, если вот какой-то такой странный, и сейчас я слышала, что мошенники, они могут даже видео, да, в Телеграме подделать, то есть как Да. будто ты разговариваешь с человеком, которого ты знаешь, но на самом деле это, ну, делает мошенник. Они его используют голосом. технологию deepfake, накладывают маски голливудских актеров Том Круз, Киану Ривз, Брэд Питт, Роберт Дауни-младший, но наши бабушки и дедушки не знают о том, что есть такая функция, и, соответственно, уже верят в правдоподобность, так как на видеозвонке сотрудник сидит в форме, значит, в кабинете соответствующая геральдика, там портрет Путина, у нас флаг России, и в командно-административном тоне человек разговаривает, терминологией владеет, и постоянно вот эти угрозы привлечения к ответственности. Конечно же, человек, он уже теряется в этом плане. Но это вот то, что уже когда к сотруднику дело пошло, а именно, что они могут подделать твоего знакомого, вот того же начальника, того же, там, не знаю, какого-то там твоего близкого друга, которого ты знаешь в лицо, ты знаешь голос, что это сложно отличить, и то есть они так могут сделать. Тут функция нейросети голосовые подделывают. Вот у нас одна потерпевшая своей подруге через такое аудиосообщение отправила 40 000 рублей, так как она попросила у нее взаймы, услышав вот это аудиосообщение. Тогда самое аудио, так еще и видео уже сообщения они могут сделать именно через вот видеоконтент. Да. Тогда самое первое, что нужно сделать, если что-то такое приходит, нужно звонить этому человеку, да, на обычный номер и с ним разговаривать. Или здесь ты тоже можешь попасться. Который сохранен у вас в телефонной книге, Да. Обязательно самому перезвонить на этот номер, а не тот, который входящий. Да. Обязательно это сделать. Если же человек, вот ваш знакомый, близкий, который к вам обратился с просьбой, не поднимает трубку, то тогда лучше прекратить вообще какие-либо действия и ждать звонка, когда выйдет на связь твой друг и в действительности сообщит о том, что происходит. Не надо верить посторонним тем людям, которые звонят вам. Ну, такая ситуация, вот на улице я к вам подойду,
подойду, начну какие-то вам рассказывать и манипулировать вами, и предлагать какие-то деньги куда-то отправлять, соответственно, вы, слава богу, как говорится, адекватно можете отреагировать, в 02 позвоните, да, там предупредите, скажете, ну вот тут девушка интересная такая, надо ее проверить все-таки, да. Это нормальная человеческая реакция, когда мы с вами, зрительный контакт у нас происходит. А вот по телефону наши потерпевшие, они попадают в эмоциональный ступор. Каким образом? Психологи говорят о том, что да, вот этот цыганский гипноз по телефону, он реально работает, так как они включают все техники и программы психологи, которые... Сами они применяют вот эти нейролингвистическая программа, гипноз и метапрограмма. То есть, значит, поток слов идет, вроде как бы ни о чем спрашивают, вам резко плохо стало, у вас давление поднялось, да, как вы себя чувствуете, а потом сразу же такой текст входит с угрозой, такой милым сладким голосом мошенница может говорить, что вы же забрали государственные деньги, надо их срочно перевести, чтобы вас не обвинили в краже этих денежных средств, понимаете? И человек вот вроде как бы с ним нормально, спокойно разговаривают, там пекутся о его здоровье, да, о его финансах, помогают ему. И плюс сразу же ему такие вещи говорят, ну, человек сразу реагирует и понимает, что надо быстрее решить эту проблему, денежные средства отправить, чтобы уже из этого эмоционального стресса уже выйти. Потому что человек 6-9 часов не может находиться в таком эмоциональном состоянии. Но это очень долго, конечно. Самое первое, что нужно сделать, это просто прервать разговор. Обязательно. Прервать, положить трубку, или там сказать, что я выйду там чуть позже, звонить либо вот тому человеку, которым представился мошенник, да, ну, и перезвонить, и чтобы ты понял, что это он звонил, или звонить в полицию и говорить, что вот сейчас вот так да, произошло. Лучше позвонить к нам на номер 112, единая экстренная служба спасения. У нас соглашение с ними, и также проводила я занятия с операторами службы 112 и контрольные слова, и тренинги им говорила, что действительно, если человек хочет проконсультироваться, что звонят, значит, мошенники, пытаются манипулировать, либо уже жертва мошенничества, то эти звонки соединяются с нашим дежурным, который в киберполиции постоянно находится на дежурстве, и с жертвой может, значит, наш сотрудник его проконсультировать и юридически, и технически, что нужно провести, ну и, соответственно, конечно же, обратиться с заявлением в полицию для возбуждения уголовного дела по какой-либо схеме мошенничества. Также нужно звонить на номер 112, да, если ты услышал, что кто-то разговаривает, и там же все равно получается какой-то диалог очень одинаковый, да, но тем не менее люди попадаются, что человек, например, там говорит код, да, кому-то там, или, например, там что-то про деньги, какой-то разговор, что нужно отправить, и тогда человек, который это услышал, он может подойти и попросить этот разговор прервать, но, наверное, так тоже как-то будет некорректно сделать, не каждый решится на это. А если ты начнешь звонить в 112, то тоже как-то это будет выглядеть странно. Хотя ты, например, можешь понимать, что человека сейчас грабят. Хочу вам привести пример. Вот у нас 15 ноября Поскочин Василий Александрович услышал разговор, значит, пожилой жительницы столицы с мошенниками, которые ее принуждали отправить денежные средства. Угрозы были, что вы состоите в террористической ячейке, вам срочно надо денежные средства спасать, иначе вас привлекут. Вот это он все услышал, позвонил на номер 112, и наши оперативники, в том числе я, сразу же выехали, и он тем самым вместе с нами пресек совершение данного преступления. Мы сохранили ей 30 тысяч рублей, так как у нее было 5 разных счетов, она уже собиралась эти деньги отправлять. Плюс семья Старостиных, Нургустан Михайлович и Екатерина Христофоровна, они также в ТРК Туймаде оказались рядом с женщиной, вот, которая разговаривала с псевдосотрудником ФСБ и принуждала отправить 300 тысяч через банкомат. Благо, они увидели вот этот видеосюжет у нас на телеграм-канале Киберполиции Якутии и сразу же поняли, что по примеру Поскочина нужно же позвонить сразу же на 112. С нашим оперативником они, значит, переговорили, и эта семья даже привезла к нам в киберполицию данную бабушку, которая, слава богу, 300 тысяч не отправила. Вы как-то поощряете таких людей, бдительных граждан? Правами министра
Прокопенко, нашего Владимира Николаевича, обязательно поощрили данных граждан, которые проявили, значит, неравнодушие и гражданскую сознательность. И я всех призываю, наших слушателей, также не оставаться в стороне и помогать нашим пенсионерам и плюс еще молодым людям от 30 до 49 лет, которых называют психологи самоуверенные люди, что они думают, что никогда они не попадутся на эту мошенническую схему, тоже обращать внимание и в трудовых коллективах, и друзья, соседи, коллеги, чтобы они все-таки как-то участвовали в этой жизни, потому что если мы все вместе будем профилактировать данные, значит, преступления, то мы уже сможем и сократить и число преступлений, и количество потерпевших, и самое главное, общую сумму ущерба. Поэтому, если мы все вместе будем это делать, то мы сможем противостоять мошенникам. Вот еще бывают, мелькают, да, в социальных сетях такие видео, когда кто-то из знаменитых людей просит там, находится где-то в обществе, да, и просит кого-то снять их разговор с мошенником. И просто троллят этого мошенника, могут даже там какими-то нецензурной какой-то лексикой, да, и это все время мошенник висит на связи, да, и кто-то это снимает, кто-то может тут же позвонить в полицию, но почему никогда никого нельзя поймать? То есть сейчас, допустим, идет звонок в полицию, ты звонишь и говоришь, на такой-то номер сейчас поступил звонок мошенников, они сейчас разговаривают, например, и невозможно, как они так умудряются? Но в связи с тем, что эти хищения совершаются дистанционно посредством IP-телефонии, где применяются и сим-боксы, значит, вот эти все технические мероприятия проводятся, да, и сложно, конечно, отследить этот звонок, так как у нас есть и подмена номера, и IP-телефония, то есть могут с Сингапура даже вам якобы позвонить, с территории Турции, допустим, могут позвонить. Поэтому из-за того, что технические мероприятия, они эти сложно проводятся, то есть они делаются, но период времени должен слишком большой на это тратиться. Поэтому так быстро, мгновенно, конечно же, не всегда получается установить. Но если с реального номера звонили на территории России, то, конечно же, мы это устанавливаем. Служебные командировки наши оперативники выезжают и этих мошенников привлекаем к ответственности. То есть кто-то все равно попадается? Конечно. Ну это очень хорошая новость. У нас есть такие мошенники, которые ленятся немного и прокалываются даже, поэтому если мы за ними постоянно следим, то в какой-то момент мы можем также сработать технически и установить этого человека. Если вы ловите, то момент. Для этого человека наказание? Это в зависимости от тяжести совершенного преступления, там, средней тяжести до 250 тысяч рублей, дело возбуждается, значит, по заявлению потерпевшей стороны, а уже от 250 и выше, это уже тяжкая, особо тяжкая статья, там, лишение свободы вплоть до 15 лет. Ну, хорошо, что хоть кто-то попадается, может быть, кого-то это остановит. Спасибо вам большое. Так быстро время прошло, и так еще хочется о многом поговорить, поэтому я приглашаю вас в нашу студию. Приходите, с удовольствием продолжу этот разговор. Он нужный и актуальный. Для наших слушателей и зрителей, надеюсь, что сегодня было много полезного и того, что вам пригодится, той информации, которая вам пригодится. Спасибо вам за ваше внимание и хорошего всем вечера. Берегите себя, и теперь вы знаете, как это сделать.